Поздняка. Мы с тобой оба посетили также его митинг. Он проходил отдельно от марша и, собственно говоря, собрал не так много сторонников, но вот в чем-то какие-то показательные моменты там были, на твой взгляд? Ну, Зиновий Станиславович, интеллектуал, зажигательную речь произнес. Вот. В принципе, тоже ничего такого особого нету, кроме как опять эти выборы считать недействительными. Вот. Знаешь, я присоединился вот к этому митингу со сторонниками Зиновия Поздняка позже, чем ты, но мне показалось, он говорил там примерно, знаешь, я присоединился к этому в российской оппозиционной среде, что часть оппозиции, она позже, чем белорусская оппозиция, легитимирует, можно сказать, вот эти выборы каждый раз, потому что она вот за это молчит. Белорусская оппозиция обязана белорусского надежда на несуществует, как я говорил, да, там не парит. Можно я тоже включусь в эту? Я вообще, в принципе, по белорусским вопросам не совсем специалист, но я могу четко сказать, общаясь с белорусами, что там у них нет никакой наивности по поводу того, что Лукашенко может бросить, ну, я прям я и проголосую. Да, то есть это глубоко, поскольку он, скажем, на 2 срока дольше сидит, и он сам даже не стеснялся, значит, себя просто продлять. Это глубоко, поскольку он еще тогда, когда, так скажем, Путин в подгузниках дольше сидит, и, в общем-то, его политические противники, которые реально могли сбросить, так сказать, персонажа, они просто были физически подгузник, это дольше сидит, 2 назад, и, в общем, персонаж физические противники, которые реально сбросить, признался, что личный товарищ дела. Причем, видимо, и там убили, и ликвидировали, и делали. Ну и вот, и ситуация такая, что у белорусов, в принципе, такой, видимо, ну, вот как бы попытки создать иллюзию нет, потому что давным-давно Запад, Европа признала ситуация такая, что Лукашенко диктатор. Такой, а русская оппозиция, так называемая, русские, они вот это еще играются, понимаешь, что вот выборы легитимные. То есть, понимаешь, моя критика всей русской оппозиции состоит в попытке Навального. Она вроде как какие-то здоровые, но они же это очень быстро продали американцам фондам, которые финансируют. Сейчас Трамп пришел, все фонды порезал, ну, понимаешь, и я так подозреваю, что скоро взвоют представители российской оппозиции, потому что денежек на подобного рода ерунду уже не будут. Слушай, ну я вот не совсем понял, а что здоровые. Потому что, ну, кажется, что это абсурд называть протестом в условиях диктатуры. Не, ну а видишь, Путина-то диктатором пока не признали. Они говорят, конечно, вот, ну, боятся признать, четко сказать, потому что, ну, следующий этап диктатора это просто насилование парамилитарная организация, они говорят, да, вот так сказать, боятся. Ну, сегодня вот Трамп выскочил, Трамп несколько недель назад сказал, парамилитар. Ты помнишь, как кончил, когда ему засунули железную дорогу? Сегодня вот Трамп выскочил. И я думаю, что просто-напросто, ну, то есть это вот такой язык, с которым надо с Путиным разговаривать. А в Европе, в других странах боятся. И мы знаем, я думаю, что мало ли там просто комарник. То есть это вот такой язык, с которым надо разговаривать. А в Европе, в других странах наши там, мы знаем, политикам европейским, они, так скажем, больше нужно задач решать, нежели американцам. Америка, ну, спекулянты, наверное, покупают там Бали, они до санкций, газ, там, нефть больше продавали, может быть, что делали, или сами русские туда привозили нефть, там, 10 тысяч заправок Бали, и фишка в этом, короче. Они хотели на американский рынок попасть, и Америка, в принципе, от России ничем вообще абсолютно
окончательно перестанет существовать вот эта вот российская желтая. Ну, во-первых, там начнется, наверное, дрейф в сторону, вот, знаешь, там же многие, так скажем, они не верили, что Трамп станет снова президентом и так далее. А кто верил, тот в фаворе. Можно сказать, что да, я публикации делал, там, так скажем, дайте мне деньги. Да, я не совсем об этом, я о том, когда вот российская оппозиция должна... А я сейчас начну... Подожди. Должна будет исчезнуть вот эта вот двойственность, да, когда, с одной стороны, они говорят, ни за что, у нас там в России щемят, нас преследуют, нам не дают собрать. С другой стороны, они призывают каждые выборы в них участвовать. Вот сейчас... Когда вот это вот двойственное отношение к ситуации... Фонд Free Russia Foundation прекратят финансировать, я надеюсь, и надо вот, в общем-то, всем регионалистам добиваться, что сейчас Арну там закрыли и проверили, как они там. Фонд Free Russia Foundation оперировали деньгами вот из этого, надеюсь, фонда поддержки демократии. И тогда всем этим Латынинам, Волковым и так далее, вот у них они маски вот этих демократов и всех прочих сбросят. И тогда, понимаешь, вот и все. То есть сейчас они говорят определенные вещи, потому что того требуют вот определенные правила, да, вот эти. Ну там, например, первыми сбросят маски это все представители вещи, ЛГБТ и все прочего комьюнити, самые крайние левые, которые, в общем, там, ну не те, которые там, знаешь, с хлеба на воду, а те, которые, как там у Маяковского, не те эти, ради, которые хлеба ради, да, а те, которые вот, ну, сами по себе такие. Вот, естественно, что вот это в первую очередь, которые хлеба ради, вполне возможно, что это обратно по сотрудничеству там и так далее. Ну, то есть вот в таком формате. Ну, то есть, ты хочешь сказать, что если они еще были, никто не призовет бойкотировать выборы и спонсировать какие-то... Ты знаешь, мне кажется, розовые очки вот у таких деятелей, как Марголис, например, там еще кто-то, который, ну, каких-то вот представителей русской интеллигенции, там, например, вот Заякин, например, или там ростовцев, да, где-то вот они на Западе тоже живут, ну, они как бы вроде оппозиционеры и так далее, но у них все равно вот эти розовые очки есть. А вот те, которые профессионально политикой занимаются, извините, да, и за это еще умудряется и там, и тут получать, короче, да, как ласковые дитя тут маты говорят. Я более чем уверен, что весь российский вот этот политес, который находится, так скажем, ну, и на заграничных командировках, они и там, и тут это для них норма абсолютно. Просто надо говорить в данный момент одно, а в следующий момент они будут говорить, ну, наши мальчики не виноваты и так далее. Потому что сейчас основная задача, вот сейчас вот какая стоит, все замерли в преддверии того, как будут Украину. Как Америка принудит Украину, там, значит, какие территории, значит, оставить под этим. Того, как по идее, при нормальном, значит, Тавгае, так сказать, да, не дельце предприниматели, как Трамп, там бы, конечно, его принудили и Крым отдать, и на границе не дельце предприниматели. Там бы, конечно, нет, но по той простой причине, что, конечно, там и экономика Америки страдает, и на границе, там, значит, определенные процессы, вот, связанные, скажем, ну, с миграцией там, и все прочее, да, то есть он должен в первую очередь эти вопросы решать. С другой стороны, если Америка начнет милитаризироваться, он же говорит make America strong, там, и все прочее. Есть вариант такой, что часть вот этих мигрантов, как это было в начале 2000-х годов, питает американская армия. Они снова разрешат проходить службу в Америке. Есть вариант за грин-карту. И вот тогда вполне возможно, что случится действительно какой-нибудь, может быть, сильный конфликт. Другое дело, что понятно, что американцы, они, ну, не хотят деньги. И вот тогда вполне возможно. Другое дело, что понятно, что американцы, они, ну, не хотят деньги. И вот тогда свою песню так до конца и не изменит, и она не будет призывать к тому, чтобы народ бойкотировал выборы, и не будет призывать к тому, чтобы там создавались какие-то международные формирования, поддерживались Украину. Это вот для нее совершенно. Ну, ты знаешь, сейчас же вот это... У нее задача какая, у вот этой русской, в том числе хороших бурят, да? Ну, то есть нет, да,
если бы они были самостоятельными политиками, например, да, то, конечно, они бы могли, а кто уже приехать, потому что, смотри, там, и он будет, естественно, говорить, например, правозащитники, они постоянно будут одну и ту же шармаку. Я вообще, в принципе, среди хороших русских, только единицы знаю, например, которые отчетливо говорят, нам нужно помогать себе постоянно ВСУ для того, чтобы уничтожить русскую армию. Я вообще, кажется, умерла. В Украине, и чтобы мы... Да. Нет, к сожалению. Я за Макаревичем давно не слежу. Я вообще, кажется, умерла. В Украине, и чтобы мы... Я за Макаревичем давно не слежу. Я говорю, не спонсирую Украине, потому что ракеты, они прилетят. Да, там что... Убьют там моих знакомых, родных и близких. Ну, что-то он там про своего сына говорил. Но фишка в чем? В том, что я вообще всегда, в принципе, призывал мнение актеров, что-то он там про своего сына, значит, каких-то деятелей искусства и так далее, я вообще всегда нажать на ноль, потому что они хоть что угодно могут говорить, понимаешь, ну вот был Гафлет, едкий, там, и прочее, а под старость его деменция разбила, он там начал ручки целовать, и лучшим другом он Ахиджаковой был, вот Ахиджакова держится действительно, видно, ну всего лишь здесь, да. Ну, ты знаешь, я бы не сказал, что это деменция, это может быть чисто прагматичный подход. Ну, не знаю, там насколько прагматичный, но... Человек уже, что называется, врос в определенный статус. Ну, он сейчас, конечно, умер уже и все прочее, но ситуация такая, что я говорю, то есть деменция, она вскрыла вот истинные, то есть он играл все время, сейчас, конечно, вот, когда в деменцию впал, это вот внутренний, вот, древний мозг, он выдал вот деменцию, он был, ну, он играл все время. Сейчас, конечно, когда в деменцию впал, это вот внутренний, вот, древний мозг, он выдал деменцию, он был, он играл. Олег Табаков. Вот он тоже Крым наше все, но понятное дело, человек там у другого театра, сходил с что лучше договориться, но зато продолжать сидеть на своем месте. И вот внутри этого театра маленькие там какие-то, может быть, даже либеральные ценности продолжать проповедовать на этом общем фоне, да. Ну, кстати, его внутри этого театра показательно Виктор Шендерович, может быть, находил в этой позиции. Ну, Шендерович сам, извини меня, плашечку везде ставит на своих постах и все прочее. То есть, как бы, есть ему что тереть, поэтому... Ну, Шендерович сам, он прекрасно понимает, что плашечку как бы, они просто формальный повод ищут. Ну, вот мне понравилось, как Евгения Чирикова, единственное, сказала, Шендерович сам, он прекрасно понимает, что по-настоящему, они просто формальный повод ищут. Ну, вот мне понравилось, мало там персонажей было, конечно. Вот сегодня я узнал информацию своего знакомого Владимира Шафирова из Улан-Удэ, но мало там Германии, конечно, по нему, видимо, приговор. Там просто написано, что приговор вынесен, 205-я статья, значит, часть 2. Я видел ваше совместное фото. Да, это было сделано в 22-м году, вот как раз после того, как Украины, часть 2, перед войной Украины, значит, родственникам, и вот как раз на момент начала боевых действий находился перед войной в Мариуполе. Причем те два помещения, в которых он жил, они, как только он уезжал, были разбиты. Ну, то есть, и мы там даже собирали команду, те два помещения эвакуировать, там, знаете, правда, там разными приключениями кто-то предложил лодку нанять, там, значит, из Мариуполя в Одессу. Сфотографировались, это было в Германии уже, когда он успешно эвакуировался вместе с семьей, с детьми. Я просто не предполагал, что это возможно даже Не, я с ним в Германии уже физически 2 раза только виделся на площади Советов, когда мы там стояли. И, так скажем, ну так перекидывали словами, а так он вообще довольно такой едкий, такой Советов, когда блогер был, и там местным, значит, у него там даже есть в кейсе такая история, что он воевал, там погиб мальчик, он, короче, упал в котлован, местным, неогороженный, там, он погиб. И тот добился отставки вот этого, там погиб мальчик, осуждения отставки главного.
по итогу он, когда находился значит, я ему советовал вести прямые эфиры оттуда, как бомбит. То есть там бомбили по идее украинских войск постоянно. И вот и он считал, что кто-то вот пишет, где ты находишься, там типа вот адрес, скажи, туда-сюда. Он считал, что это был сын. И вот действующий военный один что кто-то был сын пишет, где ты находишься, главы поселения. И потом он личную угрозу получал, что вот мы сейчас захватим тебя, найдем, я тебя лично урочу. Сын за отца решил. Да, а в итоге там получилось так, что сын не доехал, там он зажмурился, короче, в общем, ну и на фоне вот этого стресса и глава поселения. Да, а в итоге там получилось так, что сын не доехал, Я бы хотел зажмурился, короче, в общем, ну и на фоне вот этого стресса и глава поселения. Да, а в итоге там пост, посвященный где-то там Лукашенко пообещал разместить эти ракеты якобы. Информации никакой нет. Он говорил, что вот со дня на день доставят орешник. Это интервакью. И он ее почему-то расположит ближе к Смоленску. Вот со дня на день доставят. Чтоб если ударили в ответ, то ударили бы именно. Да, я полагаю, что это такая логика. Ближе к Смоленску только Орша. Ну, если ударили в ответ, то ударили бы именно. Да, я полагаю, что там такая логика, что являлась мне только предполагаемо Ударили в ответ, теперь там орешник. Да, но теперь там где-то будет орешник, если это то место ближе к Смоленску, это 25 минут предполагаемо. То есть ты вот по карте посмотрел, прикинул, это самое логичное место для расположения. Это самое логичное место для расположения, по мнению Лукашенко. Вот по карте посмотрел, прикинул, это самое логичное. То есть, исходя из той информации. Да, если я так это самое логичное место для расположения, по мнению Лукашенко, обратного ответа задел не только. Исходя из той информации. Да, если я так это самое логичное место для расположения, обратного ответа задел не только. Исходя из той информации. Образа мыслей. Слушай, а зачем ему понадобилось вообще муссировать эту тему с орешником? На твой взгляд, это как-то может быть связано с очередным переизбранием? Я не знаю, честно говоря. У меня нет никаких мыслей по этому поводу. Возможно, он между делом это сказал, как и до очередных там своих недельных конференциях это сообщает. Может быть, да, я решил поторговаться с Западом. Что вот у меня тут есть кое-где, но он ближе к границе. То есть он боялся, что Запад, возможно, готовит на этих псевдовыборах очередную провокацию, да, как-то его там сместит, попытается устранить, да, что-то такое произойдет. Ну да. Потом перед выборами же там прошла какая-то новость, в том числе то, что Посполитый Рушин нашего знакомого Сергея Бульбы, организация парамилитарная, что он готовит именно боевиков для диверсий во время выборов, для захвата вместе с Литвой и Польшей Запада Беларуси. И Лука решил пригрозить на всякий случай. Вот смотрите, у меня тут орешник есть. Так подожди, у тебя же было сегодня опубликовано, там типа СК Беларуси, типа объявил, что идентифицировано 365, ни больше, ни меньше, значит, участников вот этого митинга, я который в уточню, центре это не у Варшавы меня, это прошел. у Владислава. А у Владислава. Даже не у меня. А где это? В Смоленской республике канал? Ну, видел я у тебя ее, но... А я такой думаю, а почему не больше, не меньше, короче. А использовались твои фото, Я, которые ты знаете, выкладывал. еще думаю, у меня это самое. Политтехнологическая конспирология есть. Была же регистрация на мероприятие Объединенного комитета, который вот устраивала Тихановская. Там форма была с заполнением личных данных. И все эти данные по доброй традиции ручной оппозиции взяли. Не, ну а там слили. какие личные данные? Там имя, фамилия и телефон же был только там.
и все, и больше ничего. Ты вообще мог, в принципе, всякую балду забить, там мог... Я часто, например, видел, что некоторые вот, ну, особо аккуратные, вот, там, помнишь, там вот эти, которые наматываются и так далее, там, если вы имя, фамилию не можете предоставить, ну, такие анкеты, короче, там просто ник, прозвище, там еще что-то, то есть тебя не обязывало там просто вбивать. С другой стороны, я предполагал, что, ну, я, естественно, поскольку я и политик, и общественный деятель, и вообще, в принципе, что там стесняться, как говорится, своего имени, фамилии, но есть и люди, которых там предупреждают сразу, то есть, если вы боитесь, вы... Ну, лучше к нам не приходите, как бы, да. Ну, то есть, ну как, ну, открытое мероприятие, ты Ну же, да, согласен. логика же понятна. Да, но согласись, версия Владислава, она не лишена оснований, действительно могли вот слить вот так вот тупо, действительно, через списки какие-то. Да Это не, я малолетчики, думаю, это конечно. просто от балды, там надо было что-то сделать, а они там это. Ну, с другой стороны, это специально запугивание белорусов идет, потому что многие белорусы действительно они не утратили связь с родиной, там не поддерживают Лукашенко, но периодически, так скажем, гоняют. Ну, понятно. В Беларуси действительно там вот говорят на Новый год задержали 8 человек. Ну, понятно, да, есть такая проблема, что люди продолжают действительно ездить туда-сюда, да, и, конечно, они все рискуют уже просто... Ну, знаешь, обычно самим задерживают фактом тех, с кого можно что пощипать, короче. То есть тут я думаю, что не просто так. Я не думаю, что только пощипать, я думаю, что, ну, понятно, корыстные мотивы тоже возможны, но в любом случае есть какой-то план, надо, чтобы маховик репрессий он вращался, продолжал работать, да, и, соответственно, даже если какой-то человек случайно попадет в оборот, все равно это будет другим лишний раз наука. Ну. Так, Ну вот у нас еще из Бурятии новость, там вот, значит, несколько парней в Чите, потому что там в Чите находится военный суд, а по статьям терроризма и измена родине они вот туда прямо, то есть, хотя они были там задержаны где-то в Иркутске, их этапировали, значит, в Читу, и суд им дал, то есть их запрашивали 20 и 25 лет, а суд дал 7 и 8 лет, соответственно. То есть внезапно в этот день вдруг стали давать меньше. Ну, понятно, потому что там, я более чем уверен, что доказательств измены Родины у них, ну, они просто высосаны из пальца или там нарисованы каким-нибудь провокатором, ну, или под пытками даны были признания. Ну, и поэтому, ну, осудить надо было, значит, и вот ребята улетели на 7 и 8 лет, соответственно. Причем самая такая интересная ситуация, что адвокаты советуют не подавать апелляцию, потому что могут как бы вернуться к этим 40. Ну, ты представляешь, ну, вот, то есть, это сейчас вот, собственно, норма, то есть, за свое мнение, да, высказывать. И причем, ну, есть разные позиции, я вот читал, что там на Кавказе, например, ну, типа, ты должен вот до конца идти, там, топить, как бы, до Талова, там, и 40 эти получать по 20-25 лет. Ну, потому что там другая альтернатива, это вот, как бы, Кавказ, он, ну, не переставал воевать, так скажем, да, то есть, если тебя там попытаются, значит, засадить на эти 20-25 лет, так у тебя альтернатива обыкновенная взять там это и начать ментов расстреливать. А вот в других регионах, видишь, это для острастки делается. Просто берут молодежь, специально провоцируют на какие-то действия. Часто, причем, это молодежь, которая без денег просто, то есть, они знают, что за денежки, ну, любая молодежь там пойдет. Не обязательно это какие-то наркоманы там, или девианты. Это просто, ну, бедные, несчастные люди, которым на жизнь там 20-30 тысяч достаточно. Я вот хотел бы сказать по политическим статьям в Татарстане. Тоже заметил, что вот минувший год это со всей явственностью прям показал, что люди, по которым фабрикуют обвинения, там, ну, за какие-нибудь там, грубо говоря, митинги, там, антивоенные высказывания, ну, вот, фейки об армии и прочее, такие, да, даже не измена родине, а достаточно легкие статьи, они уже стали неохотно комментировать и вообще стараются не выводить свои дела в публичную плоскость. То есть в 22-23 годах это еще было, ну, вот, как бы считалось, что это дело надо выводить в публичную плоскость, а сейчас люди сидят, даже если под пресс попали, то думают, ну, если будем помалкивать, может, меньше дадут. Вот такая, конечно, показательная трансформация, она произошла. Ну, а что говорить-то, вот эти все правозащитники, их же, ну, кто, я не знаю, сколько правозащитников осталось там в России, которые бы, ну, могли квалифицированную помощь показывать.
Да даже вот в вашей сфере журналистской, ну как вот могла в течение более чем года существовать такая Асия Несоева? Которая, ну помнишь, мы ее обсуждали, Да, короче. да. А она, ну, я действительно думал, что, ну, мало ли, там, шизофреничка какая или еще что-то ради денег там делала. А оказывается, во-первых, 10 тысяч платили всего за статью. Кто и где платил? Ну, вот она говорила, что платили вот за каждую статью, за любую, не больше десятки. Слушай, ну там надо по конкретной редакции. 100 долларов. Да. Ну, я не думаю, что она там бы врала, короче, там и так далее. Ну, то есть, а за что они хотели за 100 долларов, позвольте? А сколько они у своих этих... И я вот сейчас вот гляжу, там эти газеты «Новая Европа» и так далее, до сих пор просят донаты. Там с этих, как его, сбеглых всяких там этих Она сейчас, оппозиционеров. она сейчас, там и так по-моему, далее. даже чаще просит. А, Владислав, я хотел бы у тебя спросить, а как вот на Смоленщине с политическими заключенными вот в последнее время что наблюдалось? Ну, а их нету. Ну, Вообще нету? Вообще нету. Был один, которого, это года 3 или 4 назад, Сергей Командиров, которого за публикацию казни Путина осудили на 8 лет. Его перевезли в Торжок. Ничего ему не смягчили. Он навальнист идейный. Мгм. Все. Ну и потом этапировали Яшина, его можно считать. Да, политическим. Все. Самым громким политическим заключенным, который был на Смоленщине. Это все, да? что есть. Не, я думаю, что там на самом деле ребят больше, просто ситуация такая, как отслеживают. По списку Росфинмониторинга, а в Росфинмониторинг там определенное количество статей, вот 282, например. Сейчас же они снова, они же хитро сделали, короче. То есть, поскольку 282 статья исчезла, там, ну, первое, это должны, типа, Путин же подписал, должна быть сначала административка по разжиганию, а потом уже эту статью, потому что, ну, там вообще, ну, за глупые вещи начали людей хватать, так скажем. Это точно 282 превратилась в 228, короче, как за наркотики, там, за любой чай, короче, гоняет. Но смотри, погоди. И вот теперь еще- они начали, эти менты и все прочее, вешать измену родине. Ну, понятно это, да. Владислав, а как ты думаешь, ну, то есть, может быть, просто смоляне, которые попали под пресс, они молчат? Вот они, ну, там, фейки какие-то. Были несколько еще свидетелей Иеговы, но считать ли их политическими? Да, это Да, в они чистом виде политические заключенные, политически. но запрещено. их прессинг начался еще Их, задолго их до я имею в полномасштабного виду, что вторжения. совсем не слышно, в общем, про дела практически не слышно. А вот антивоенные статьи, все эти дела о фейках и так Был далее. парень, который менял ценники в магазине, вспомнил, он быстро уехал в Литву. А, то есть успел Он, сообщить. ему сделали, значит, на ногу браслет, он его отпилил и уехал. Молодец какой. Да. Ну, слава я бы не богу, слава сказал, богу, да, что ума Я хватило бы не сказал, свалить. что он молодец, раз он пошел менять под камерами ценники. Ему, может, кто-то посоветовал. Ну, в любом случае воспользовался дельным советом. А то есть последний год вот вообще не слышно и не видно никого, да? Или может быть просто люди сами предпочитают уже не давать таким делам огласку, боятся. Не, ну Как-то подожди, так. ну... Да-да-да. Как, Ну вот я говорю, Владислав, Да, я последний... сейчас Мгм. самое. Еще повтори, пожалуйста. Смотри, я вот о чем. Ну, то есть последний год ты уверяешь, что не слышно и не видно вообще никого по политическим статьям. Или, может быть, как в Татарстане просто происходит, когда сами фигуранты таких дел предпочитают не давать огласку. Я думаю, что у нас их нету политики. Люди стараются держаться. То есть просто все сидят на попе ровно, да? Да, ну, скрывают свои политические. Я знаю, что скрывают. Да. Смысл выходить, чтобы тебя... Я и наоборот всех предупреждаю, своих читателей со Смоленщины, чтобы не делали нахрена. Зачем? Выходить там на какой-то этот самый, чтобы потом уехать на пятерку, не знаю. Вот, я думаю, люди поумнее у нас. Поэтому... Слушай, ну есть у вас там отдельно взятые отморозки, они, правда, несколько из иной области, но вот я у тебя, по-моему, как раз в канале видел очередной перепост, когда там коммунисты продолжают что-то там про тебя писать, и все они недовольны, что ты у них выигрываешь какие-то суды. Вот об этом, пожалуйста, расскажи. Как-то судился, да, с главным коммунистом за иска о защите чести и достоинства, и выиграл его. Вот, они подавали безуспешную апелляцию, там еще прикручивали, что я иностранный агент и действительно польский шпион.
суды всех инстанций по Смоленской области им отказали. И сказали, что им обращаться нужно в вышестоящий суд в Москве, на что они, естественно, уже не пошли. Вот. И таким образом, без меня это уже все. Выиграл я уже будучи в Польше. То есть судебный иск был подан, он длился, судебные прения длились 1,5 года. Заключение уже судебное я встретил здесь, в Польше. Ну вот это для меня, кстати, удивительный феномен, потому что, получается, местная АПшечка, значит, даже не стала помогать коммунистам, не позвонили никакому судье, да, и вот коммунистов везде признали виноватыми. Ну, я думаю, что действительно у нас нет такой возможности повлиять. Реально, телефонное право у нас, видимо, работает не для всех, не по всяким случаям, да, вот конкретно вот коммунистам. Им нигде никто не помогает. Я думаю, За них вписываться не стали. За них не просто, стали да? либо вписываться. Притом был уже один случай, попытка повлиять через интернет, через СМИ на суд. Это же целая статья, по которой можно квалифицировать давление на суд. Была еще одна статья, в которой про меня была, в том самом важная в Смоленске Рядовка тогда. Да? Да, они охотно писали про мои похождения, когда мы еще, так сказать, взаимодействовали. И там не понравилась статья этому первому секретарю, он подал в суд на издательство в городе Ярцево Смоленской области, суд его, естественно, оставил без удовлетворения, и разразился тогда первый секретарь на своем сайте, в своей газете, что суд подкупленный, да, и выгораживает меня, такого плохого, лживого клеветника. И суд ему ответил на своем сайте, пресс-служба написала, что негоже так делать. Это давление на суд, и если вы не перестанете, да, погрозил суд в этом информационном сообщении. И, в общем, он решил на те же грабли наступить, и, скорее всего, ему уже на уровне областного суда. Да, то есть, если он придет уже куда-то в судебные органы Ленинского там района или областного суда Смоленского и будет что-то там хотеть, я думаю, все судьи его уже запомнили. Вот. Уже показали ему красную карточку. Ну, я вообще гляжу, там есть персонажи, вот есть такое обновление телеграм-канал, обновление перечня террористов и экстремистов. Вообще есть там, но видишь, там указано не проживающего в Смоленске, а, допустим, он родился в Смоленске, так скажем. То есть рожденные в Смоленске, они есть достаточно большое количество на самом деле. При этом я вот не договорил, что по 275 статье измена Родины он не попадает в список Росфинмониторинга. Только если у него 282 и там 205 или еще ряд статей, например, террористической направленности. Он туда залетает. А за измену Родины его там нет. А есть такие люди, которых сразу на измену Родины садят. Понимаете, да? Ну, понятно, да, понятно. Ну вот, Симонов Александр Сергеевич, 96-го года, город Смоленск, есть такой персонаж. Так, Владимирова Валентина Ивановна, 56-го года, город Демидов, Смоленской области. Так, Попков Роман Валерьевич, это не тот Попков, который вот... Очень может быть, кстати. Да, 78-го года, да. Да, Тёмкино, Тёмкинского района, Смоленской области. Интересные у вас эти, как его. Вот Власов Алексей Николаевич, 85-го года, Рославль, Смоленской области. То есть они, есть, то есть вот, как бы, я думаю, что они, может быть, конечно, и не в Смоленске там живут или где-то. То есть люди регулярно попадают. Другое дело, что, видишь, они могут и условные сроки получить, допустим, по 282 статье там, и так далее. Они не обязательно сидят. С другой стороны, там я понимаю, почему, в принципе, люди не хотят себе внимание привлекать, потому что по второй уже раз тоже комментарий взял, осудили его условно, например, там, за какое-то экстремистское высказывание и так далее. А второй раз
Им сразу говорят, да мы тебя сейчас на 25, видишь, вот эту посадили. Мгм, мгм. А ему нарисовали вообще полностью от нуля, от слова совсем. А тебя-то уж с такой-то судимостью мы засадим и глубоко, и надолго. Ну да, то есть вот малоизвестные люди, они надеются на такой своеобразный консенсус, что их просто ради галочки, ради плана посадят, но много не дадут. Понимаешь, не осталось правозащитников, да, которые бы могли, ну, вот, четко разъяснять последствия, там, все прочее людям. И, в принципе, все, кто за рубежом находится, кто избежал, да, вот этих серьезных сроков и так далее, они говорят, есть возможность, уезжайте. Нет возможности, делайте. Я вот призывал к тому, чтобы начать заниматься бизнесом, скажем, переквалифицироваться там в грабителей банков, банкоматов и так далее. Потому что и жить хорошо будешь на деньги, так скажем, и революцию поддерживать одновременно. Ну да, вот. И дадут маленький срок. Мгм. 5 лет дадут. Не 10, не 15. То есть надо по пути большевичков пойти. Особенно если Кобы там, вернешь не все и все кому не и с так кем далее. надо, поделишься еще. Да, естественно. То есть брать золото, валюту там и так далее. То есть вот в таком формате. Вот один наш знакомый не так давно, в декабре, предлагал банкоматы грабить по всей стране. Да? Хороший. Но на самом деле, а что? То есть, ну раз ты вот как бы ходишь там, допустим, эти щитки сжигаешь, там еще, ну то есть люди, они банкоматы могут взрывать. Взламывать и все прочее. Хотя мне там некоторые люди говорят, что ты там из кассеты эти деньги не достанешь. Я говорю, ну тогда бы не стали взрывать эти банкоматы, правильно? А вот, к слову, у нас на остановке рядом с домом, короче, я выглядываю с утра, там что-то полиции полно. А оказалось, ночью взорвали банкомат. В смысле, это здесь, в Варшаве? Не, вот там, где я жил. А я, к слову, вообще не слышал ни взрыва, ничего, короче. То есть, там, может быть, хлопок какой-то был. И, ну и действительно, на следующий день прихожу, там стекол нету, и там развороченный банкомат стоит, короче. Ну, а потом оказалось, их вычислили по взрывчатке. Взрывчатка с Кузбасса приехала, они, видимо, покупали взрывчатку у этих, как его, у нелегальных добытчиков угля. Ну и так и вычислили, короче, что, скорее всего, заезжие из Кузбасса, там пробили, видимо, вот эти биллинги все, ну и обнаружили ребят, короче. А они с Кузбасса ездили в Бурятии, там в Чите, в Иркутске взрывали эти. Ну, я вот вернусь, кстати, к теме вот этих политических статей, протестов, да, просто показательный случай был в Казани как раз осенью 24 года. Там, значит, к уголовной ответственности привлекли подростка за граффити, там про Навального и Путина, 15-летнего. И, собственно, да, показательно, что вот, ну, например, в Казани вообще сейчас, насколько я знаю, остался один адвокат, который, ну, нормальный адвокат, по крайней мере, с хорошей репутацией, который берется за политические дела. А этому подростку, насколько я в курсе, подсунули бывшего яшника. То есть явно такой адвокат, который будет говорить, ну, собственно говоря, как следствию выгоднее, как оперативникам выгоднее, да, ну, перспектива дела, на мой взгляд, очевидна, но вроде там тьфу-тьфу-тьфу, ему скостили какие-то статьи, светили более такие солидные, более тяжелые, оставили, по-моему, вандализм. Но вот, видимо, такие договорники, они теперь будут как раз в России во всех регионах все чаще и чаще. Если дело не публичное, то как-то будут пытаться свести вот таким образом. Что вроде и менты планы выполнили, и человека не слишком сильно, не слишком надолго посадили. Но, с другой стороны, если вот Путину понадобятся снова какие-то проекты масштабные, типа, там, я не знаю, дороги в вечную мерзлоту куда-нибудь прокладывать, еще что-то, тогда, мне кажется, срока уже посолиднее пойдут. Всех сажать будут направо и налево. Но, ты знаешь, с другой стороны, там же, понимаешь, это же все экономика. То есть, вот они, допустим, сейчас, ну, некого там 228 статья, да, то есть, у него сразу, я, говорит, сразу веду на этот. Там же, понимаешь, у них дефицит кадров, так скажем, вот в этой системе УФСИНа. Они же отказались сейчас строить суперколонию по всей России, потому что оказалось, что чем сидеть, да, там какие-то срока, вот эти, особенно по тяжким телесным повреждениям, по убийствам там и все прочее. Но там не берут этих, которые пожизненные, или не берут за массовое убийство. Вот помнишь, там был
с татарской фамилией, один товарищ, его там сослуживцы грозились изнасиловать, и он их там расстрелял вместе с этим офицером, короче. Ну, я считаю, достойный поступок, потому что ну, вот эти срочники, которые там участвовали в пытках, они, ну, как бы коллективную ответственность должны нести. Короче. Если не ошибаюсь, Шамсудинов. Шамсудинов, да. Он тоже вроде как изъявил желание, но они ему сказали не возьмут, потому что он уже один раз таких расстрелял, короче, да, понимаешь, то есть у него как бы не встанет там еще в условиях войны там расстрелять и начальство, например, какой. И поэтому сейчас у них острый дефицит. А эта вся структура, она хочет, ну, как бы, и питаться, и все прочее, и зоны свои пополнять, и все прочее. Но... Поэтому сейчас это вот такая, ну, как бы, у ментов мода, что ли, там. И ничего делать не надо там раскрывать какие-то преступления, там, жуликов. Они уже всех этих переловили, отправили на фронт воевать. Ну, конечно. А теперь вот сиди в интернете, если я там провоцирую, короче, там еще там, как провокатор еще и денежки, наверное, дополнительно к зарплате будешь получать. Ну вот они так и выявляют, делают фейковые всякие там, значит, эти. Вот я же обнаружил там вот это Болтатарова, Сотова, они вдруг внезапно вбросили, что якобы образован в Украине батальон НАМАТ. Я туда залез, посмотрел чисто ради интереса, короче, там обращение к СМИ, там все, знаешь, написано. А форма заявки Google форма. Понимаешь, ну, то есть, ну, вот хорошие русские СМИ, да, украденные там и все прочее. И вот бурятская там, значит, вот эта журналистка с политическим убежищем. Вот такую мышеловку подсунула. И причем, ну, как бы, как есть, да, то есть они не проверили, не связались, с ними Болтатарова там анкету не записывала, просто взяла и послала, короче. А ну, попадутся дураки на такую мышеловку, понимаешь? Ну, понятно, да, так. Я так вообще полагаю, что проект этих суперколоний, он был рассчитан на украинцев. Ну да, мы с тобой как раз обсуждали. Да, которых собирались в большом количестве увозить куда-то с оккупированных территорий вглубь России. Но что-то, как говорится, пошло не так. В который раз в этой войне. И вот получилось, что действительно, где взять столько сидельцев? Ну, я так думаю, учитывая, что Путин периодически выбрасывает замечательные идеи, типа там освоения вечной мерзлоты, еще чего-то, может быть, действительно востребованы будут такие каторжане, но как в 30-е и 40-е годы. С другой стороны, ты пойми, то есть, они хотят там лавировать между зависимостью от мигрантов от работы, да, и одновременно, чтобы местное население там не нервничало, что там мигранты у них работу отнимают и так далее. Сейчас вот же где-то в течение этой недели было вброшено, значит, информация о том, что предлагают в оборонный комплекс включать, значит, представителей Центральной Азии там и так далее, разрешить им работать. Ну и как-то это там везде по шовинистическим всяким пабликам разлетелось. Ну теперь вот вроде как русский щит там типа, да, наши вот исконные там, это будут там, значит, а так это во Вторую мировую войну тоже. Я читал какие-то воспоминания. Сейчас, кстати, они были доступны в интернете, но сейчас их нет. И там мужчина делился, вот, ну, который работал на этих предприятиях, говорит, поступали просто безобразно. То есть, вот, ну, там были так называемые трудомобилизованные, как-то там специально назывались, вот с Узбекистана. И он говорит, вот он падал, например, там, ну, значит, где-то там нужно было что-то развивать, он падал, а этот ковш регулярно загружал в этот, значит, уголь, там, значит, в дом, ну, там, и так далее. И он говорит, вместе с ним туда, там, и так далее. Умирали, что делать? А его в топку закидывали, то есть, понимаешь? Но ты видишь, в чем дело? Вот это в Татарстане, опять же, новость прошла про ВПК, да? Да. Там местные депутаты. И там очень любопытный момент, потому что на этой же неделе, например, то есть людишек уже не хватает вообще. Какие 140 миллионов? Смотри, они обсуждали еще такую идею, что вот при этом надо мигрантам запретить именно в сфере частного бизнеса работу, да, вот все, что касается услуг. Да, это идиотизм полнейший, но смотри, дай договорю, да, и получается вот интересно, то есть они вроде как бы хотят мигрантов всех затаскивать в предприятие ВПК, а в частный бизнес им дорогу перекрывать. Ну, собственно, понятно, во-первых, сейчас предприятия ВПК, даже те, которые частные еще каким-то образом остались,
они же сейчас, по идее, в любой момент могут начать банкротиться. И, собственно, вот эти все комплекс нормативно-правовых актов, который был принят еще до начала полномасштабного вторжения, он никуда не делся. Во-первых, обанкротить любое такое предприятие и сделать его государственным можно легко. А во-вторых, там никакие права работников в том числе не действуют. Ты знаешь, там вот как ты про этот ковш говоришь с углем, вот так же примерно фишка-то банкротства, она же в чем? В том, что, во-первых, швырнут работяг, которым зарплату не платили, премии там, и так далее. И после банкротства ничего не получится. И вот поэтому туда и хотят на... Второе, это банки, которые дали кредиты. Третье, это, собственно, всякие налоговые структуры и так далее. То есть, я читал статью о том, что, грядет вот там чуть ли не массовое банкротство там корпоративного сектора, да, а по той простой причине, что действительно экономику-то уже делать нечего. И когда там эти, патриоты, так скажем, бравурничают и говорят, что, извините, вот, смотрите, все сильно, все работает, никакие санкции не действуют, а санкции действуют. И это еще Трамп не начинал основных санкций. И он четко сказал, я договорюсь с саудитами, и они уронят цену нефти до 30. А еще проще, мне кажется, вот этот конфликт, который там, с Панамой, да, это такой отвлекающий маневр. Мне кажется, Трамп готовит силовой метод скидывания Мадуры. Потому что там действительно 50%, то есть последние выборы Мадуры же тоже там переутвердил себя. Но там, извините, в Венесуэле там 55-57% они голосовали против Мадуры, короче, да, то есть там это реальная цифра, да, а не такая, которую хотели бы там ФБКшники, Навальный и так далее. То есть в России там другие цифры, и всем все известно. Да? Мы вернемся к нашим баранам, и вот что касается банкротства, да, очередное банкротство, тут недавно баба Валя, которая Матвиенко... Валя 2 стакана. Она, Валька стакан, но неважно, да. Она недавно как раз заявила, что, собственно говоря, надо бы ввести мораторий на банкротство девелоперов. То есть пузырь вот этот на рынке жилья надули огромный, квартиры перестали брать, и теперь, видимо, девелоперы могут начать банкротиться. Не, там логика-то простая. Девелоперу рознь. То есть там вообще, в принципе, зная вот эту систему строительства, там условно оно убыточное в целом. То есть ты вот пока строишь, у тебя там деньги есть, там все прочее, там банки кредитуют тебя, учитывая то, что они же выдают ипотечные кредиты и так далее. Сами же банки Другое дело, что видишь, вот этот строительный сектор, он частично вытягивает, например, производство стали, металлургии, потому что сейчас любое строительство, любое здание, в общем-то, в себе достаточно большое количество металла содержит. И конечно, для экономики вот большая стройка, она очень выгодна везде. Вот эти инфраструктурные проекты, которые вел. К тому же еще можно на стройке, там, знаешь, и украсть приличное количество денег и так далее. А тут вот ситуация такая, что это, стандарт банкротства, это стандартный экономический инструмент. Если не можешь справиться, да, у тебя ни ресурсов, ничего нет, ты гол как сокол фактически, да. Другое дело, что часто это может быть связано с некоторым мошенничеством, потому что ты мог продать на нулевом этапе там кучу жилья, банки там ипотеку, все люди ждут, а этого жилья нету. Понимаешь? То есть вот такая ситуация. И вполне возможно, что сейчас начали банкротиться, по той простой причине, что действительно, то есть, а кто будет покупать? Так вот я про то и говорю, что пузырь-то надули огромный, а уже покупателей нет. Хотя это был такой эффективный инструмент именно вывода активов. И потом, допустим, да, вот я, например, какой-нибудь бизнесмен или еще чем-то занимаюсь, я покупаю квартиру, я плачу там вот эти бесконечные, значит, ипотечные и так далее, но одновременно что это значит? Я оплачиваю квартиру какому-нибудь менту, какому-нибудь МЧСнику, какому-нибудь военному там и так далее, и под конец, через 20 лет, эти получили за службу квартиры, понимаешь? А я, выплатил 3 или 4 цены квартиры этой, понимаешь? А учитывая то, что на самом-то деле, если посчитать вот по-хорошему, сколько цена квартиры, да, вот особенно в этих, в человейниках так называемых, да, там стоимость завышена в раз 10-15 на самом деле. Если квартира стоит, там, скажем, казанцу-то точно этого может 5 миллионов, да, она стоит на самом деле по себестоимости не больше 500 тысяч.
Причем за последние десятилетия у нас какой-то головокружительный кульбит произошел. Цены в 2 или даже 2,5 раза выросли. Даже Но за 2 года, да, в Улан-Удэ вот трехкомнатная квартира, она стоила одну сумму, а сейчас она стоит там больше 12 миллионов. С другой стороны, если в долларовом эквиваленте посмотреть, то она, ну, по идее, вот с 2014 года, когда обвал, с 2015 года, когда обвал рубля произошел, да, то есть квартира, она в долларовом эквиваленте дешевле стоила. Что привело к тому, что многие там буряты, находящиеся в США, зарабатывающие в США деньги, начали покупать жилье в Улан-Удэ, что в долларовом эквиваленте это получилось меньше. То есть раньше надо было 100 тысяч долларов заплатить, а тут она за 50 тысяч готова. понятно, да. Другое дело, что после того, как начали там на границах цеплять этих граждан Америки, уже бурят там проверять у них инстаграмы и все прочее, не донатили ли они в ВСУ, а кого-то там посадили и швырнули там, ну, как говорится, да. Ну, есть такие персонажи, которые вернулись там, значит, с грин-картами по года жизни в США, и которые сейчас сидят там, да, и непонятна их ситуация, которые тоже не отсвечивают, никакой информации нету, то, ну вот, отбило, видимо, желание, значит, у американских бурят, например, инвестировать на родину. Я более чем уверен, что в других странах, в других регионах и построссийских государствах, там, Татарстане и так далее, таких тоже много было, которые работали в Америку и, значит, делали пул какой-то себе там, ну, на старость копили. Ну, там, я, 5-10 квартир я, покупали. кстати, сомневаюсь, потому что все-таки у нас давно уже прошел процесс покупки недвижимости где-то за рубежом. Вот в Турции в свое время это было. Не, вот в том-то и дело, что есть идиоты, видимо, не от большого ума. И я вот могу лично сказать, что мой знакомый встречал такую женщину. По национальности она украинка, но поскольку в США попала из Бурятии, вот она, ну, принялась, там у нее больше 20 квартир в Улан-Удэ, например. А работала она сиделкой, короче, там, ну, за какими-то стариками сидела, когда приехала. То есть, ну, Да, это... хороший доходный бизнес. Да, как говорится, да. но там и приторговывать этими квартирами можно, и на повышение цены сыграть там и так далее. И потом при старости тоже неплохой у тебя этот, как его. Ну, то есть 20 квартир в США или в Нью-Йорке или в какой-нибудь этом городке маленьком она не могла себе позволить. Ну, поэтому она И инвестировала это, туда, это где и не хотела. нужно там на самом деле. Но что ж, друзья, вот Да. мы, к сожалению, да, Зуртан, давай завершаться. К сожалению, Владислава Живицу мы не успели опросить. Да не, ну есть По еще пару ситуации минут. на Смоленском рынке жилья. Оставим это на Ну, следующий я раз. так думаю, Владислав ответил бы однозначно. Там все скупают всё москвичи. Все плохо, да. Ладно. Ладно, всем большое спасибо Всего за доброго. внимание. До свидания. До новых встреч.